Hadi nie. Марго ярче. А, да? Не, то не шлек. Мы продолжаем учение Мармук. Это день пятый этих летних учений. И всех, кто находится сейчас в монастырских центрах, всех монахов и монахинь, а также всех друзей по Дхарме, а также всех тибетцев, всех вас. Я хочу поприветствовать Ташиделек. На днях мы обсуждали развитие раннего буддизма и также обсуждали место тайной мантры в свете развития раннего буддизма. И отталкиваясь от этой темы, мы затронули эти вопросы, связанные с развитием тайной мантры во время раннего буддизма. И я хотел бы продолжить эту тему. Что касается тайной мантры, есть такое понятие, как защитная мантра. На санскрите оно означает парита. Парита или защитные мантры — это в первую очередь мантры, которые предназначены для самозащиты. На санскрите это аттапарита, то есть защита себя, мантры для самозащиты. Эти мантры, суть этих мантр в том, что это мантры, которые предназначались для самозащиты, для самообороны. Поэтому в них содержится такой смысл. Мантры для обороны себя, защиты себя. И в раннем буддизме такое понятие уже встречается в раннем буддизме. И на днях мы также обсуждали, что в Винае есть такие понятия, как обесцененное искусство или низменное искусство. Их также можно перевести как видя-мантры. И в Винае были наложены запреты на применение таких видя-мантр, на применение низменных искусств или обесцененных искусств. И в частности, например, в Винае для монахинь сказано, что нельзя изучать подобного рода искусства, связанные с видеомантрами, с мантрами знания, с мантрами осознавания. Но несмотря на такой запрет изучения низменных искусств или видеомантр, были исключения. Есть особые случаи, когда применение таких мантр считалось дозволенным. В палийском каноне в разделе Винаи есть текст из 12 частных предписаний для монахинь. И в них есть сказано, что если это связано с обучением письму, изучению дхарани и для защиты,
для защиты кого-либо. Мантры для защиты здесь это мантры парита, мантры, предназначенные для самозащиты, а также когда человек безумен, в этих случаях, если в этих случаях прибегать к видеомантрам, то это не будет нарушением. Если допустить в них применить видеомантры, последовать обесцененным или низменным искусствам ради этих целей, если монахиня обучается письму, читает дхарани, изучает мантры для защиты парита или использует, когда сталкивается с кем-то безумным, то в этих случаях допустимо использовать эти мантры. И здесь и есть также понятие дарани. В махаянских текстах и, в частности, в тантрических текстах также встречается понятие дарани. Насколько идентичны эти понятия друг друга, понятия из палийского канона и из канона Махаяны. В основном они совпадают, идентичны. Но здесь дхарани может рассматриваться, поэтому может рассматриваться как эквивалент мантр дхарани. Однако до сих пор неясным остается вопрос лекха на пали, то есть буквы. Является ли лекха на пали, это понятие на пали, тем же, что и буквы липи или акшара, которые позже были включены в метод 42 букв. И здесь неясным остается вопрос липпи или же акшара, то, что означает буквы. Является ли это одним и тем же, что и дхарани в палийском каноне? В тексте из 12 глав, 12 частных предписаний для монахинь, является ли дхарани, упоминаемая там, и в целом липи и акшара одним и тем же? Метод 42 букв — это практика медитации на значение каждой из 42 санскритских гласных и согласных. В сутрах Аватамсака и в сутрах Пражня-парамиты приводятся методы созерцания 42 букв или метод созерцания по-другому абсолютных букв. И как мы видим, в каноне приводится в каноне приводятся методы созерцания букв. А что касается защитных мантр, парита, можно ли их практиковать, использовать, прибегать к этим мантрам, то здесь, согласно четырехчастной Винае из традиции Дharma Куптаки сказано, что если у кого-то наблюдается несварение пищи, если кто-то страдает из-за расстройства желудка, если страдает из-за несварения, то можно прибегать к использованию таких мантр. Также для чтения мантр допустимо для изучения букв, а также для того, чтобы обратить нападки тех, кто склонен к крайним взглядам, также можно читать мантры. И для того, чтобы нейтрализовать влияние яда. Если это делается для защиты, то нарушением не будет прибегать к использованию мантр. Также в девятичастной Винае
которая переведена также была в свое время на китайский язык. В 10-частной Винае школы Сарвастивады сказано, если необходимо избавить человека от зубной боли, для того, чтобы устранить зубную боль, для того, чтобы устранить боль в животе, резкую боль в животе, также, если кто-то отравился, тогда можно читать мантры для нейтрализации яда. В целом, для того, чтобы, если мантры читаются для поддержания физического и внутреннего ментального благополучия, тогда нет нарушения в том, чтобы их читать. Так сказано в 10-частной Винае школы Сарвастивада. И в палийском каноне то, что называется парита, это понятие раскрывается следующим образом. В рамках палийского канона парита или защитные мантры считаются чем-то очень важным. В палийском каноне есть сутра, которая называется «Вопросы царя Милинды». Или, если перевести по-другому, «Вопросы царя Менандра». На палийском эта сутра называется «Милинда Панья». Это, это, это очень известная сутра. Она входит в поучение малой длины. Из 5 никай, 5 собраний, поучений, эта сутра входит в поучение малой длины. В этой сутре перечислено несколько защитных мантр. Например, мантра для защиты тела. На, на пали это канда парита. Также мантра для павлинов. Павлинья мантра на пали это мора парита. Также мантра победного стяга Ваджика парита на пали. А также есть мантры Ата Натия. Об этом мы подробнее остановимся далее. Также есть мантра Ангулималы. Мантра Ангулималы. И также, например, есть защитные мантры в сутре драгоценностей Раттана Сута. Благодаря этому мы можем понять, что уже ко II-III веку до нашей эры уже были подобного рода мантры, потому что царь Менандр, он жил во II-III веке до нашей эры, во II или в III веке до нашей эры. Мы можем предположить, что уже тогда существовали множество защитных мантр. И в наше время теравада, которая сохранилась в Шри-Ланке, а также Бирме и Таиланде, в этих школах также сохранились практики защитных мантр, которые декламируются для того, чтобы устранить преграды и привлечь благоприятные обстоятельства. Это похоже на на ритуалы из тибетского буддизма, ритуалы янгук, ритуалы для привлечения достатка и ритуалы, связанные с устранением препятствий. И есть несколько японских буддологов, согласно которым защитные мантры
Согласно их исследованиям, защитные мантры встречаются в 29 различных сутрах из раннего буддизма. И помимо этих защитных мантр, о которых мы говорили, которые относятся к началу нашего тысячелетия, к ним, согласно им исследованиям, помимо вышеупомянутых защитных мантр, к ним в середине V века были добавлены также мантра безопасности и мантра Ангулималы. Я хотел бы подробнее остановиться на том, как они появились. Первое — это мантра для защиты тела. В палийском каноне Виная, и, как мы говорили, Виная состоит из трех разделов. Это Вибанга, или подробное объяснение, предписание для монахов и монахинь. Второе — это 22 предписания. Это, например, такие тексты, как Виная Васту и Виная Кудака. И третий раздел — это раздел дополнительных, пояснительных текстов. И из этих трех разделов во втором разделе Кудракам есть несколько текстов, в которых содержатся мантры. Например, сказано в палийском каноне есть Виная, а именно во втором разделе Виная Кудрака есть описание случаев, есть описание мантр, например, которые защищают от змей. Почему в Винаю были включены такие мантры? И случай включения таких мантр был так следующим. Однажды одна змея укусила монаха, и монах погиб. И Будда сказал: те, чья доброта проникает в 4 королевские царства Наг, не погибнут от укусов в ней. И затем он научил четверостишием для защиты от 4 линий Нага, от 4 линий нагов. Эти стихи называются защитной мантрой для себя, Атта Парита, или защитным заклинанием Парита. В Писаниях встречаются таким образом мантры, которые защищают от нагов или же от змей. И согласно колеснице основы, внутри палийского канона колесницы основы, например, в тексте Кандака, в ней приводится история о монахе, который погиб от змеиного укуса. И эта история изначально приводится в Чулаваге, в разделе вина из палийского канона, который называется Чулавака, или малый раздел. Оригинальная версия, она приводится в Чулаваге. И также, если обратиться к числовым поучениям из палийского канона, в ней есть сутра под названием Ахина-сутра или сутра о змеях, змеиная сутра.
Таким образом, получается, в числовых поучениях из палийского канона также есть сутра, которая называется Ахина сутра. Ахина сутта. И в ней также встречаются мантры, заклинания, связанные с змеями. Далее, в отрывке из 나서 다디 디 스트루도르체스 다디 간다체네 찍디 아니 당부디 간다 뜸규디 통만 주서로디 빨리 뒤에게 돼 되제 возвращаемся обратно. И в палийском каноне, в Чулаваге приводится оригинальная версия той истории о монахе, которого укусила змея. Затем, во-вторых, числовых поучениях Ангуттара Никаи также приводится подобного рода история. И в-третьих, отрывок, на который я ссылаюсь из числовых поучений из Ангуттара Никаи, это отрывок из Змеиной сутры, Ахина сутты. В-третьих, в палийском каноне в малых поучениях приводится учение из джатак, Кандавата джатак. И в-четвертых, подобного рода источники содержатся четырехчастная вина из традиции Дharmaguptaka. Из четырехчастной вина этой традиции, которая разбита на 42 части. В этом источнике упоминаются 4 вида змей, 4 вида царских линий нагов. Четыре царские линии нагов, четырехчастная вина и Дharmakuptaki, преобразуются или становятся 8 царями нагов. И эти 8 царей нагов, они обучают мантрам для защиты от змей. И они называются, эти мантры называются мантрами падхичиты для защиты самого себя. И также в связанных поучениях, которые разбиты на 9 частей, также есть отрывки, которые учат о защите себя от змеиных укусов. И в связанных поучениях также приводится перечень имен 8 царей нагов. Монах, который был укушен змеей в той истории, это монах Упасена по имени монах Упасена. И в этом источнике связанных поучений добавлены пояснения, и сказано, что эта мантра, которая защищает от укуса змей, она называется защитной мантрой. И сказано, что в пояснении сказано, что читая эту мантру, человек будет избавлен от вреда со стороны змей.
от ядовитых змей, будет защищен от ядовитых змей. Также, например, вина из 5 частей пятичастной вина традиции Махишасаки, а также традиции Муласарвастивады, а также в тексте Винаи, которая переведена на английский, простите, на китайский монахом Идзином, а также, а также, а также в тибетской версии, в тибетском переводе Винаи приводится история об Архате Упасения, которого укусила ядовитая змея, и чтобы помочь ему, Будда научил четверостишим и мантру, и обучил мантре для нейтрализации змеиного яда. И мы читаем эти четверостишие для того, чтобы устранить препятствия, а также читаем эти четверостишие для усопших, для благополучия усопших. Это, например, такие четверостишие, как жадность, ненависть и заблуждение. 3 являются 3 ядами мира. Бхагаван Будда свободен от тех ядов, и сила Будды уничтожает яды. Это слова истины, которые нейтрализуют яд силой истины 3 драгоценностей. И в тибетском переводе эти слова называются словами тайной мантры. А в китайском переводе они называются сокровенными мантрами или тайными мантрами, чинчоу. Также, в китайском каноне приводится одна сутра. Мне кажется, что эта сутра связана с жизнеописанием Упананды. Это жизнеописанием Упананды. И в этой сутре Упананды также приводится история о том, как бикшу, монах Упананда, был укушен змеей, и как ему были переданы четверостишие и мантры для нейтрализации яда. Что касается махаянских сутр, позвольте мне коротко привести то, как эти сутры описаны в махаянских текстах и, в частности, текстах Тайной мантры. В Махаяне есть, например, сутра, которая называется Сутра мантры Великой Павлинии мантры. Также позже, когда появилась тайная мантра, традиция тайной мантры, также эти традиции отдельных сутр, посвященных нейтрализации ядов, эта традиция была подхвачена и развита. И
제사 아니 콩그 규르샤베기 야외용 마제 쳔미 마제 쳔미 르베게 빈 도사지 마제 쳔미 И он 르베게 также 도사지 다 텔라서바만 보지 규르나야 есть множество сутр, которые были переведены на 다 китайский 덴저근 도디지 мастером Парамартой и Дзинем. Это, например, 야나레야 сутра 깨방나무는 요아레스 다다 царицы 도디 осознавания 베르고사 르베게 Махамаюри, 기랍고 중대베게 мать 도디 победителей, 베르고사 сутра матери 콩고 중 победителей. 요네 아니 야나레야 tuzu rumbuchi gingyali ya И, ma je gebe ndo de chunu yore sa de je ngogyun chi и ta есть tongu устное ge ge предание о том, что jin уже sharme ge gebo эти gebo сутры, mambu ti kabre jin yuan di sa ti kabre ta эти ti jin сутры yuan di уже sa ti ge бытовали ka di chung первые во вторые sung века ge нашей ge эры, bu ne ane sung до ge ge bu рождения ne Параматхи. andar thurip sibe na lo le ya chung de И de сказано, что koran такие tuzu ya сутры bre были desi переведены kyable tuzu de уже во sungje chungju времена ne sungje ni ju zeng ye bar wo desi kyable императоров tene Восточного kanda thurip царства shibe ga na chung Цинь. de be ke kanda gebar shimba che Сейчас di речь gyable идет ya о IV веке нашей эры. shiri miti sa mitra shiri mitra sa de ke robin ji gi gyur shabe ke ma je Эт- sheme gi nga В этот sheme период ma je сутры, gi gebe tabla gi Павлиния tabla sa сутры и yang остальные gebar сутры, shimba связанные с andar защитой от sung змей, nga ba chi gi были kabre ya переведены tabla монахом gi gyur Шримитрой. yore sa ji de ji gi sung gyun ji yore ya Осталось, tada по крайней мере, shiri устное mitra sa предание о de gyur том, shabe что ke ma je sheme мантра tada цариц, ndo de zo царя Махамаюри, а также pla me ba различные мантры, связанные с 다네 Павлинией 콩고 сутрой, 중 все они были 양지 시베 переведены 콜리아 Шримитрой. Это, конечно же, очень ранний период, это IV век 성자 до нашей 폴로 эры, 레야지 IV век нашей эры. 아니 А 마제 также во 게베 времена 두즈 династии Лянь 숭아긴 도사 была 파블리 переведена суть сутра 다 Дхарани 야나 게레야 다이 Павлинии 숭공데 царицы. 마제 게베기 나간 도사 모르베 마제 시메 나간 Эта 돔베 сутра 다 툭 состоит из 디나로라 двух разделов, она представлена в двух 디베게 томах, 로벤지 데지 и, 규샤베기 и в современном 마제 китайском каноне 게베 встречаются 6 두즈야 다네 переводов этой 시베 сутры. 로벤 된 답라 Сутры 두즈 Дарани Павлинии 숭가 царицы. 야바상가 돔제네 마제 Это один 마제 перевод, 시메 который 숭게 выполнил 돔트라자 мастер Амогаваджра. 투스 Это также перевод Парамартхи и 야 Дзина 너 호랑이 и 세네 другие 도사야지 переводы. 이내야 난데래야 Как вы видите, 거네 루이게 게베 название 베 сутры 나데 включает слово 거네 «павлин», но основная тема — 디게 это 툴레데네다 투지베 произнесение имен 8 царей 숭가 нагов, 너바 исходя из 숭가 Бодхичитты. 딘데게 너지 Это зарождение Бодхичитты и произнесение 너지 имен 8 리자르 царей нагов 갸베다 딘데게 для 너지 того, чтобы 리자르 предотвратить 딱 укусы zмей. 이게 디 리자르 게 코라남 지샤교 리자르 갸베트 디지 녜브레스 어디 И 갸베 сейчас 녜브레 также 아세 버드윈네 체스브레스 обнаружен санскритский оригинал этой 다시난 сутры, он также 마제 콜라지 опубликован. 마제도 주기 꼴이야 딱고 저버도 지 요니도 와 Что 그래 касается названия этих 마제도 지 сутр, в их названиях 마제 встречается слово 콜이 «павлин». 주의서 있어 다 주의 И, 차산나 как мы видим, здесь павлины 그래서 противопоставляются змеям. 미균세는 Я не знаю, 리마 питаются 호지기 ли павлины змеями, 원래야 но, может быть, они 류야지 могут 야다 употреблять пищу маленьких змей. 지금 믹스해야 돼 근데 지금 Вероятно, это связано с тем, что павлины могут поедать маленьких змей. И люди в те времена верили, что павлины 간다야 обладают 야나 깨리야 особыми способностями 마제 개백은 또 유릅니다 그래서 преодолевать 유세 змеиный 대개 яд. 토하는 아주 가래 하고도 그래서 И 낭나무 м- 아니 множество 야나래야 китайских 마제 переводов 개백이 개첨 показывает, 지지지 что эта сутра 디 считалась важной с древних времен. 야세기 아세 Эту сутру почитали и считали ее очень важной. 다네 싱 아주다 지다 별에 되라고 납세요 И в Тибете также 마제 두기 수구만 했어 마제를 두질레 есть предание, что 다이네 마제를 두기 павлин 수구만 했어 может, 베데 야세 갸타마 대박이 있어 может 그래서 перенести змеиный укус, 마제를 야 두기 카시야 야나 두
даже если змея укусит павлин, он сможет перенести этот яд, нейтрализовать яд. Но, конечно же, бывают разные змеи, и с разной силой яда, и павлины до определенной степени могут выстоять такой укус, змеиный укус, но если речь идет о каком-то очень сильном змеином яде, то павлины могут, конечно же, умереть, но, но как бы то ни было, у павлинов есть способность нейтрализовывать змеиный яд, и это также имеет научные обоснования. Если говорить коротко, то первые 6 из этих источников являются сутрами колесницы основы, а последняя сутра — это сутра Махаяны. Согласно одному японскому ученому, которого звали Хирокава Акира, есть одна сутра, в которой приводится история о монахе Свасти, которого укусила змея. И Будда обращается к нему и говорит: если произносить имена 8 царей нагов, взрасти в себе сострадание, любовь, бодхичитту, то тогда укусы змей не причинят вреда. И, и согласно исследованиям японского ученого Хирокава Акиры, эта история об эта история об обезвреживании змеиного яда, она восходит к палийскому канону из Кандаки, из раздела Кандаки, из раздела Чулаги, а также из связанных поучений. Он полагает, что эти истории о нейтрализации змеиного яда, а также мотив, связанный с павлинами, он восходит именно к этим сутам из палийского канона. Если же обратиться к исследованиям другого японского ученого Мацуаги Юкея, то он полагает, что между махаянскими версиями, о, между махаянскими текстами, связанными с нейтрализацией змеиного яда, а также, с другой стороны, текстами из палийского канона, из связанных поучений, из Чулаги и так далее. Этот ученый полагает, что между ними нет связи. И последний источник, к которому мы обращались, источник из махаянских сутра сутра о обезвреживании змеиного яда, а также последний источник из палийского канона, и, в частности, связанные поучения из палийского канона. Между ними нет связи. Согласно ему, первый источник, к которому мы обращались, Кандавата, Кандака из палийского канона, скорее всего, имеет больше связи с махаянскими сутрами. А также
Далее, сутра о павлине, Великая сутра. Это сутра из Махаянского канона, а также Ахинна сутра, как основа, она оставляет в себе аспекты из Кандаваты Джатак, из палийского канона, точнее, из малых поучений. Основные элементы истории о сутре, элементы истории павления сутры встречаются в санскритских текстах традиции Мула Сарвастивады, текстах, которые посвящены, например, о медицине, и они есть в тибетском переводе. И при исследовании этих источников видно, что мантра, павлиния мантра очень сильно распространилась как в южном буддизме, так и в северном буддизме. Ее происхождение можно проследить в устных традициях о змеях, которые были распространены в Индии. Говоря коротко, мантра, павлиния мантра, она встречается как в текстах южного буддизма, так и северного буддизма, в том числе и в тибетских переводах. Мантры, защищающие от змей, истории о ней встречаются в южной традиции, в Тераваде. Это, например, Мора Джатака, Джатака о павлинах, а также в сутре о Джатаке, великого павлина. В северной традиции она встречается в Джатаке о короле, царе павлинов и также в других сутрах. Помимо видя мантр, павлиния в виде мантры в южной традиции из канона Теравады можно увидеть Джатаку, историю о прошлых жизнях Будды, которые связаны с павлиной. Э, В этих, в этих текстах приводятся истории о том, как павлин обезвреживает змеиный яд. Это тексты, текстуальные источники из южной традиции, из южного буддизма. И в северной традиции, в северном буддизме также есть джатака, подобного рода джатака о, о царе павлинов. Далее это мантры победного стяга. И приводится история о том, как в древности между богами и асурами происходили битвы. И есть история о том, как Индра вознес победный стяг, который освобождает от страха перед битвой. И эта история встречается в связанных поучениях в Сагатта-ваге, главе, которые изложены в стихах. Приводится ли эта же история в китайском каноне? И эта же история также приводится в китайском переводе. Это история предания о битве между богами и божествами и асурами в Самюкте Никае, связанных поучениях. Приводится эта история. И подобного же рода история приводится в числовых поучениях.
У меня не было возможности изучать, насколько различаются эти истории в северной и южных традициях Теравады и китайского буддизма. Следующая мантра — это Атанатия мантра. Это мантра дворца Атанатии. Эта мантра была передана Вайшраваной для защиты Якши, для того, чтобы пробудить веру в буддийские учения и для защиты четырехчастной общины. Четырехчастная община — это монахи-монахи, а также миряне и мирянки. Для того, чтобы сохранить четырехчастную общину, которая практикует учение Будды, для того, чтобы избавить его от вреда, Вайшравана обучал, передавал разные учения и передавал мантру, которая встречается в сутре из раздела длинных поучений. Это 32-я сутра в разделе длинных поучений. Эта сутра называется Атанатия сутра, сутра Атанатии, а также мантра, которая передана Вайшраваной для того, чтобы якши обрели веру в учение Будды. Эта мантра. Эта история приводится также в 20-й сутре из раздела длинных поучений. 20-я сутра называется Маха Самая Сута. Эти истории, они схожи друг с другом. И некоторые историки говорят, что Маха Самая Сутра — это главный источник, что эта сутра послужила основой, и благодаря ей появилась эта сутра Дворца Атанатии, 32-я сутра из этого же раздела. В тибетском же каноне хотя нет этой сутры Дворца Атанатии, но Махасамая сутра, она приводится в разделе Пражня Парамиты, есть позднейшие переводы из палийского канона, и там можно встретить Махасамая сутту. И, как вы видите, эти сутры уже есть в текстах Шраваков, в тексте основной колесницы. И эти же сутры, они также есть в северном буддизме, в текстах Великой Колесницы. Эти сутры, эти мантры были сохранены. Есть благопожелание о процветании учения, которое мы, например, читаем во время великого Кагюпинского манлама. Это благопожелание, оно взято, пожелание взято из сутры о сущности Луны, а именно из 17 главы, из 17 главы этой сутры. 17 глава называется глава о мире, о всем земном шаре, о всем мироздании.
Таким образом, получается, это благопожелание, это отрывок из 17 главы о мире, которая взята из сутры о сущности Луны. Это, это, эта сутра полностью переведена на китайский язык. И последняя, 17 глава, выделена в отдельную сутру, которая называется «Сутра о сущности Луны». На тибетский язык эта сутра не была переведена полностью. Есть текст Джоуджи Ачиши, который называется «Собрание Дхарм». И Атиша в своем тексте «Собрание Дхарм» приводит отрывки из этой сутры, а именно благопожелание о процветании учения, а также соответствующие мантры. Атиша привел их в своем тексте, и мы сейчас пользуемся ими. Также в тибетском каноне есть сутра под названием «Сутра о вопросах святого Чандрагарбхи». Сутра вопросов святого Чандрагарбхи. И согласно Бутону Ринчен Джупу, эта сутра имеет две части, два раздела. Но в наши дни сохранилась лишь небольшая часть от этой сутры. Я полагаю, что в тибетском каноне сохранились лишь отрывки из этой оригинальной сутры, которая приведена в полном виде на китайском языке. Но как бы то ни было, этот вопрос требует дальнейшего изучения. Мантра Дворца Атанати эта мантра, очевидно, что она взята из сутры, изначальной сутры, которая была переведена полностью на китайский язык, сутра о сущности Луны. Говоря коротко, подобного рода мантры, они встречаются не только в традиции северного буддизма, но и южного. Например, в традиции Теравады уже имеется понятие парита, то есть мантры, обеспечивающие защиту от вреда. Мантры, которые обеспечивают защиту от чего-либо. В северном же буддизме этот термин парита не встречается так широко. Однако неясно, назывались ли эти защитные мантры паритами в других школах. Сейчас у нас будет небольшой перерыв на 30 минут. Как бы то ни было, как мы уже обсуждали выше, для защиты себя, для физической защиты использовались защитные мантры. На пали это парита. Скорее всего, это особый термин, присущий для палийского канона, термин парита. В текстах из палийского канона используется этот термин парита, то есть это мантры, использующиеся для защиты себя. Таким образом, применение подобных мантр для защиты себя были разрешены уже в раннем буддизме. Выше
Мы говорили о многих мантрах, и они считаются очень важными в свете раннего буддизма. И также, если, например, эм, рассмотреть случай со змеями, если человек по-настоящему говорится, что если человек любит животных, в частности змей, если он не испытывает никакой ненависти к змеям, то и змеи не причинят ему вреда. И подобным образом, если человек, взращивая добросердечие ко всем, и в частности змеям, читает, например, определенную мантру, то считается, что змеи не причинят вреда ему. И подобного рода мантры э, таким образом не считаются частью обесцененных искусств, низменных искусств, которые упоминаются в Кодексе монашеских правил предписаний Винаи. В Винаи очень многие подобного рода निरंतरता अब दोस्रो यो कारण Далее, следующее.
речь идет о том, как изменилось отношение, как отношения стали более мягкими. Конечно же, мантры, видеомантры были запрещены в раннем буддизме. Но по мере того, как учение Будды распространилось по Индии, в особенности распространились в деревнях, многие запреты были сняты. Это третья причина. Четвертый пункт заключается в том, что в целом отношение к видеомантрам было изменилось. Каким было отношение к видеомантрам в начале и в конце, здесь мы можем наблюдать большую разницу. Конечно же, с одной стороны, многие видеомантры до сих пор оставались под запретом. Мантры, которые не соответствовали буддизму, не соответствовали духу буддизма, они были под запретом, но, например, видеомантры, мантры ведания, знания, которые соответствовали буддизму, были приняты. Это, например, мантры для защиты себя, для физической защиты. Те, которые способствовали или не расходились с учением Будды, такие мантры были приняты. Пятый пункт заключается в том, что защитные мантры, которые можно обнаружить в палийском каноне, защитные мантры, париты, это, по сути, живые свидетельства того, что защитные мантры были, в конце концов, приняты, и изменение к ним, и отношение к ним изменилось. Например, мантры для защиты себя, для защиты тела. Все эти мантры уже встречаются в текстах раннего буддизма. И это свидетельствует о том, что отношение к мантрам было перерассмотрено. И японский буддолог Мацунага Юкей, он блестящий буддолог, он также и монах из ордена японского буддизма. И Мацунага Юкей, опираясь на текстуальные источники из палийского канона, он приходит к выводу, что буддизм обладает свойством адаптивности. Изучая древние тексты, канон, он говорит о том, что по мере расширения, например, буддийской общины, увеличения ее влияния, по мере того, как в эту общину стали входить больше людей, больше категорий, например, миряне и мирянки, то буддизм был вынужден учитывать традиционные обычаи различных обществ, различных частей общества. И в особенности, если речь идет о разных местах, например, если это городская среда или же сельская местность, то в этих местах, в каждых из этих мест есть свои особенности. И, и буддизму присуща адаптивность. Он сохраняет относительную гибкость, как и при этом сохраняет суть своей собственной
религии, суть своих собственных взглядов, и при этом допускает определенные изменения, перерассмотрение отношений. Это можно сказать, что в этом кроются искусственные средства, искусственные методы, которые присущи буддизму. И это изменение, это эволюция отношений показывает, как буддизм сумел сохранить свою собственную идентичность, но при этом способен принимать определенные формы, которые соответствуют потребностям различных социальных общин. И это указывает, что буддизм всегда следует практическому подходу. Это иллюстрирует, как буддизм учитывает потребности тех или иных культурных сред, культурных пространств и общин. И, м, и очевидно, как я полагаю, это очевидно, что праотцы, основоположники буддизма, также учитывали социальные потребности. Они размышляли над такими вопросами, как можно усилить, укрепить буддизм в обществе, какого рода вопросы вызывают отклик в сердцах людей и мирян и так далее. Я полагаю, что буддийские основоположники определенно задумывались над такими вопросами. Следующая тема — это тема, которая называется «Слова истины». Слова истины. На санскрите это сатьявакья или, или также встречается термин сача кирия, что означает клятва истины, истинная клятва. Слова истины — это речь, которая выражает истину, и, как утверждается в этих словах, сокрытая непостижимая сила, слова, которые несут в себе непостижимую силу. И такое понятие встречается не только в буддизме, но и, например, в других древнеиндийских религиозных системах, брахманских религиях Древней Индии. В палийском каноне, как мы сказали, этот термин встречается под видом сача кирия, что означает клятва истины. И в основном в палийском каноне обращается к этому понятию. Я хотел бы привести пример из сутры того, как встречается это понятие. Если мы обратимся к сутрам из южного буддизма, то, например, в Джатака сутрах в южном буддизме или в палийском каноне есть 500 историй, связанных джатаками с прошлыми рождениями Будды, и 444 джатаки, 444 истории приводится история о ребенке, которого укусила змея. И родители этого ребенка, укушенного змеей, к приводят его к подвижнику и обращаются за помощью к нему. И тогда подвижник описывает все эти подвижничества, все те практики, которые он доселе выполнял, и при этом описывает их очень правдиво, и затем провозглашает: благодаря этой истине того, что я подвязался во всех этих практиках, пусть силой этой истины этот ребенок исцелится. Такие слова он провозглашает, и благодаря этому яд из тела ребенка выходит и спасает его жизнь.
Это история из джатак, как я сказал выше. Существует 500 рассказов джатак, и это история из 444 джатаки. И, конечно, в джатаках есть также и другие истории, где прибегаются помощью слов истины. Я не буду их все перечислять. Также есть сутра об Ангулимале. Кто такой Ангулимала? Я полагаю, что в основном вы все знаете его. Есть история, связанная с ним. Эта история приводится в поучениях средней длины. Это 86-я сутра из раздела средних поучений. Сутра об Ангулимале. Эта история начинается с повествования о том, что жил Ангулимала, человек, некто по имени Ангулимала, который убил множество людей. И у каждого убитого человека он отрезал пальцы, из них делал ожерелье. Он отрезал пальцы и делал из них ожерелье, поэтому его назвали Ангулималой. Ангулимала буквально означает ожерелье из пальцев. Как бы то ни было, это был очень страшный человек. Вначале он был не буддистом. Впоследствии он пришел к Будде и принял в нем прибежище и стал его учеником. Он не только стал учеником, но в конце достиг архатства. Состояние архатства — это с позиции теравады самый высший духовный результат, который можно достичь в результате практики. Итак, когда Ангулимала стал учеником Будды, он однажды направился в Шравасти. Это один из больших городов в древнем царстве Магада. Ангулимала вошел в город Шравасти, чтобы собрать подаяние. И во время обхода он увидел одну женщину, беременную женщину, которая испытывала неимоверные муки из-за того, что не могла родить. И Ангулимала, увидев эту женщину, испытал к ней очень большое сострадание. И он сразу же возвратился к Будде и обратился к нему. Он сказал, что по пути я увидел женщину, которая очень сильно страдает из-за того, что не может родить ребенка. И тогда Будда сказал, ему, я родился в благородной семье. И так как я родился в благородной семье, возвышенной благородной семье, я никогда сознательно не отнимал ни у кого жизнь. И Будда сказал ему, что он должен И затем Ангулимала вернулся к этой женщине, которая испытывала страдания во время родов, и произносит эти слова, которым научил его Будда. Благодаря этому эта женщина избавилась от страданий при родах. Хотя ранее Ангулимала убил множество людей и носил их пальцы как ожерелье, несмотря на то, что он был страшным человеком. Он был преступником, который убил многих людей, но, несмотря на это,
благодаря тому, что впоследствии он стал учеником Будды, он достиг святости, архатства. Но даже такой человек, как Ангулимала, затем из-за того, что он сознательно отвернулся от злодеяний, от убиения, от отнятия жизни, и благодаря этой истине, благодаря тому, что он провозгласил эти слова истины о том, что он родился в благородном семействе и сознательно отвернулся от злодеяний, от отнятия жизни, и пусть силой этой истины эта женщина разрешится от бремени родов. Благодаря этому он смог помочь этой женщине, потому что его слова обладали силой. И в сутре об Ангулимале, в сутре об Ангулимале не встречается напрямую понятие слова истины. Однако в сутре вопросов Мелинды, греческого царя Менандры, в этой сутре, о которой я упоминал выше, о том, что существует очень известная сутра, сутра царя Мелинды, в ней приводится список мантр, видеомантры, которые были разрешены в раннем буддизме. В этом списке из этой сутры приводится, упоминается сутра Ангулимала, и в ней упоминается мантра под названием мантра Ангулимала. И мантра Ангулимала мантра Ангулималы — это, скорее всего, она идентифицируется как сутра Ангулимала, которая приводится в сутре в разделе средних поучений. 인터넷 대지교라서 참에 생각도 당고마 주기 다른 데 봤어 누가 Мантры. Есть мантры от змей. Наверное, нам надо создать мантры для стабильного интернета. К сожалению, у меня сегодня неустойчивый интернет. Я полагаю, что связь прервалась на том, что мы остановились на обсуждении сутры вопросов царя Мелинды. В этой сутре происходит разговор между Нагасеной и Менандром. И в этой сутре приводится перечень видя-мантр и гухья-мантр, мантр осознавания и мантр тайных, сокровенных мантр. И в этом перечне упоминается мантра Ангулималы. И эта мантра Ангулималы из сутры царя Менандра, согласно большинству предположений современных буддологов, это сутра из раздела средних поучений, а точнее 86-я сутра из раздела средних поучений, сутра о Ангулимале. Как бы то ни было, в джатаках из палийского канона в них упоминается понятие слова истины. И в сутре Ангулималы также встречается отрывок, который
звучит как «тена сачена», что означает «благодаря этой истине». Я полагаю, что можно считать подобного рода выражения проявлением слов истины. «Тена сачена», пусть благодаря этой истине, пусть сила этой истины. И в разных источниках, будь то источники из палийского канона и другие источники, в них используется обращение к истине, к обращению к словам истины. И это действительно встречается в каноне, в палийском каноне. Также Также из связанных поучений есть сутра, отдельная сутра, которая сохранилась сейчас в китайском переводе, и в ней также приводится история об Ангулимале. Сутра, которая называется Сутра об Ангулимале, а также Сутра о учении Будды. Помимо связанных поучений, в другом разделе, это, например, числовые поучения, в них также есть сутра Ангулималы, и там приводится вся эта история. Как и в сутре Ангулимала из средних поучений, в числовых поучений также содержится сутра о нем, и в ней также обсуждается история женщины, которая страдает от родов, и в ней сказано: подобная история встречается и в ней, а также в других переводах этой сутры, и сказано, что если произнести слова истины от сердца без лжи, то тогда это приведет к их осуществлению. Хотя и здесь используется подобная формулировка, схожая формулировка, но в них нет упоминания слов истины. И это указывает на то, что термин «истинные слова» не используется напрямую в этой сутре, из сутре об Ангулимале, которая присутствует в числовых поучениях. Это 31-я сутра. Подобная история встречается также и в других переводах, в других сутрах. Например, сутре Ангулималы и сутре слов учения Будды. В ней сказано: в этих сутрах сказано, что для осуществления той или иной цели необходимо произнести от всего сердца без лжи слова истины. Или в поздних версиях сказано произнести слова от сердца, из глубин сердца. Таким образом, как мы видим, во всех этих рузнах, несмотря на их различия, встречается понятие сил слова истины. Также в сутре Махавасту, это сутра из палийского канона, также напрямую используется термин «слова истины». В этой сутре есть джатака о Кинари, история о Кинари. История о рождении в роду Кинаров. И в этой сутре сказано, приводится история о дочери царей Кинаров, дочь по имени Джума. И рассказывается, как она была захвачена охотником с помощью силы истинных слов. И в этой джатаке напрямую используется термин «слова истины», «истинные слова». Также есть
Шьямака Джатака. История о Шьямаке. И в ней приводится история о Шьямаке, о человеке по имени Шьямака, который был поражен ядовитой стрелой. И отец этого человека произнес слова истины, и благодаря этому смог обезвредить яд. И в этой джатаке также используется напрямую понятие слова истины. По этой причине можно предположить, что в школе Махи Шасака также эта школа использует понятие слова истины, потому что эта сутра Махавасту, она принадлежит к разряду текстов, принятых в школе Махи Шасака. Это то, как это слово встречается в текстах палийского канона. Далее мы рассмотрим, как это слово, как это понятие слова истины используется в текстах Махаяны, как это понятие развивалось дальше в контексте махаянских текстов. Например, в 8000-й сутре Парамиты. В этой сутре есть глава о Бодхисаттве Сада Прарудита. Сада Прарудита, Бодхисаттва по имени Сада Прарудита, стремясь обрести мудрость, разыскивает наставника по имени Дармодгата. И чтобы спросить у Дармодгаты учения, он должен ему что-либо преподнести. И ради этого он продает свое тело, и на вырученные деньги он хотел приобрести подношение для Дхармодгаты, и об этом прознал Бог по имени Шакра, Индра. Индра явился в облике юноши и предстал перед Садапраджудитой, чтобы испытать его решимость. И Индра перед ним, явившись перед ним, попросил его отдать ему сердце, кровь, а также костный мозг. Костный мозг, который служит пищей, если вы, например, раздробляли кость яка или кость быков, коров, то вы видите, что в середине берцовая кость, например, имеет костный мозг. И когда Индра попросил его об этом, чтобы он извлек свое сердце, кровь и костный мозг, Сада Прарудита взял острый нож и порезал свою руку для того, чтобы отдать ему свою кровь. И он также отрезал кусок своей плоти из бедра и сломал кость, чтобы извлечь костный мозг. И тогда Индра увидел, насколько тверда была решимость Бодхисаттвы Сада Прарудиты, и он тогда отбросил свой облик юноши и вернулся к своему божественному облику и пообещал ему дать все, что он пожелает. И тогда Бодхисаттва Сада Прарудита чтобы помочь Бодхисаттве Сада Прарудите, который сейчас испытывал неимоверные муки, потому что он отрезал от себя кусок плоти, раздробил свою кость и отдал свою кровь Индре, чтобы избавить его от страданий. Шакра произнес следующие слова истины. «Пусть я согласно истине Татагат и архатов полностью совершенных Будд, давших предречение, что я не могу быть отклонен от непревзойденного пробуждения, и пусть знанием тем, что мое сострадание, милосердие непоколебимо,
Пусть, согласно этому, если если моя речь истина, пусть сила этой истины, тело сада Прарудиты станет таким же, как прежде. Пусть его тело исцелится от всех этих ран. Э- И подобного рода высказывание также называется благословением силой истины. Это не просто акт высказывания сил истины, но это также силы истины Сатьявачана, но и также благословение, акт благословения силой истины на санскрите Сатья Адиштана. Подобного рода отрывки встречаются не только в Пражняпарамите, восьмитысячной Пражняпарамите, но и в других текстах. Например, сама сутра, восьмитысячная сутра Пражняпарамиты имеет несколько переводов на китайский язык. Самый древний перевод восьмитысячной Пражняпарамиты был выполнен Лацавой Локакшемой. Это самый древний перевод восьмитысячной Пражняпарамиты на китайский язык. Помимо этого, есть также краткий свод о Пражняпарамите в 10 частях. Это краткий свод о Пражняпарамите. Эта сутра была переведена Кумарадживой. Это наиболее древние переводы на китайский сутры Пражняпарамиты. И в них встречается применение термина «слова истины». Помимо того, в тибетских переводах сутры Пражняпарамиты, в санскритских оригинальных сутрах Пражняпарамиты, а также в сутре Пражняпарамиты, которая сохранилась в китайском переводе, название этой сутры — это «Сокровищница трех дхарм, родившихся благодаря матери победоносных Пражняпарамите». В этой сутре, в которой содержится 27 глав, в 27 главе используется также понятие «сила слов истины». Также, также в некоторых переводах восьмитысячной Пражняпарамиты, как я уже сказал выше, встречается термин «благословение», «сила истины», «адиштана». Благословение словами истины Адиштана. Это встречается в некоторых переводах восьмитысячной Пражняпарамиты. Так используются эти термины в Махаяне. Например, что касается мантр, защитной мантры Парита, а также мантры осознавания, мантры знания, видя-мантры. И, и те, и другие признавались как мантры, которые могут проявить свою силу, как нечто, что несет в себе силу, которая влияет на остальных существ. И также встречается понятие слова истины, которое, как я полагаю, считаются еще сильнее, чем видя-мантры и защитные мантры. И в завершение я хотел бы вывести итог ко всему сказанному выше.
о месте тайных мантр в развитии раннего буддизма. Мы можем использовать термин «видья», что означает «ведание», «осознавание», или же термин «видья-мантра», мантры осознавания. Существуют разного рода видья-мантры. Не все из них были под запретом. Были некоторые мантры осознавания, мантры знания, видья-мантры, которые можно, в отношении которых было дано дозволение их практиковать. В особенности, если это связано с защитой себя, защитой своего тела. И также, с другой стороны, если речь идет об осуществлении чего-либо при помощи слов истины, то это и в текстах палийского канона, и в текстах Махаяны, и то, и другое признается и практикуется. С другой стороны, видья или ведание, осознавание, видья, то, о чем мы говорим, как о виде, об осознавании, видении, это слово, это понятие также имеет связь с мудростью Будды. Об этом мы говорили во время последней встречи. И также можно сказать, что все эти мантры, видя-мантры, защитные мантры, слава истины, они относятся из трех таинств, таинств тела, речи и ума. Они принадлежат к таинству речи. Это то, что за пределами познавательных способностей обычного человека, поэтому они называются таинство речи. В четырех агамах встречаются другие формы таинства речи. Когда речь идет о том, что за пределами познания обычных людей, то мы должны помнить о том, что представление об этом, представление о чем-то непостижимом различается от нынешних представлений. Например, такое понятие, как интернет, или, например, технологии, связанные с передачей видеофрагментов. Все это, конечно же, не существовало в древности. Телефон, интернет, все эти технологии не существовали в древности, и люди не могли об этом подумать. Для них это было чем-то непостижимым. Современные люди, благодаря развитию технологий, благодаря развитию научной мысли, благодаря материальному, внешнему развитию, современные люди имеют более комфортные условия, внешние условия. Но вместе с этим, несмотря на это, с точки зрения внутреннего мира, вместе с этим также наблюдается и разрыв во внутреннем мире, каким было содержание умов людей в древности и сейчас. Например, люди из старшего поколения могут иметь более сильное, укоренившееся представление о мистическом,
И это мы можем вспомнить представителей старшего поколения, для которых некоторые мистические положения могут казаться чем-то само собой разумеющимся. Если подумать о древних временах, временах раннего буддизма, то отрывки сутр, где происходят, имеет место диалоги между божествами и так далее, все это, все эти места не вызывали, я был уверен, что эти места не вызывали сомнений у древних людей. Все эти сутры, составителем которых был, например, Ваджрапани и так далее. И также, например, в сутре Амбаты приводится история о брахмане по имени Мадук, который пришел к Будде, и он задал вопрос ему. И он не один вопрос, а три вопроса задал Будде. И И И когда Мадук не смог, не был в состоянии понять ответ, который ему дали, Якша по имени Ваджрапани, я полагаю, что Якша Ваджрапани в наше время он понимался бы как телохранитель. И Якша Ваджрапани, он разозлился из-за того, что Мадук был не в состоянии понять ответ, и он взял пылающий железный шар, взял и заставил этот шар пылать над головой брахмана Мадукки. И все это видел брахман Мадук. Он видел, как над его головой навис пылающий железный шар. И Якша Ваджрапани сказал: Будда обратился к тебе 3 раза. Почему ты не отвечаешь? Почему ты не в состоянии понять? Если ты сейчас не ответишь, я раскалю твою голову этим железным шаром. И тогда Брахман очень сильно испугался, обратился к Будде за защитой, взмолился ему, чтобы он защитил его. О, Будда, вы трижды обратились ко мне. Пожалуйста, еще раз повторите то, что вы сказали мне, каким вопросом вы обратились ко мне. И тогда Брахман Мадук сразу же ответил, дал свой ответ. Есть такая история. В малийском каноне о Ваджрапане говорится как о Якше. В Махаяне же Ваджрапани — это бодхисаттва, считается бодхисаттвой. И сказано, что Ваджрапани — это составитель текстов из тантры, которые принадлежат к традиции тантры, принадлежат к ваджной колеснице. В палийском же каноне в разделе длинных поучений есть эта сутра, в которой упоминается Якша Ваджрапани. Также в тексте Таркаджвала, автором которой является Бхаввека,
민자치 강기 리뷰 대바사죠. 강기 리뷰 대백 프랑스의 대뇌가 나왔네. 아니 упоминается текст из традиции школы Махишасака. В этом тексте этой школы Махишасака идет рассказ об Авалокитешваре. Этот текст сейчас уже утерян, но во времена Бхавивека мог его напрямую изучать. В этом тексте повествуется о том, что таинство тела, речи и ума Авалокитешвары запредельно постижению шраваков. И также сказано, что Ария Авалокитешвара, его непостижимый образ поведения не присущ шравакам, а также сказано о том, что любой, кто вспомнит даже просто об имени Авалокитешвара, тот обретет избавление от ужасов и страхов. Все эти объяснения даются Ананде, эти объяснения дает сам Будда. И Ананда в конце произносит одно четверостишее после слов Будды. Этот текст входит в канон школы Махишасаки, а именно одного из направлений школы Махишасака, которая называется «Приверженцы горной школы». Поэтому, как мы видим, многие прообразы тайны мантры, они уже встречаются в текстах и в канонах раннего буддизма. И, конечно, многое еще предстоит изучить, многое еще остается, многое еще необходимо далее изучать и исследовать. Сегодня мы остановимся здесь.